Отдельно хочется отметить, что инициатором конкурса является правительство Республики Саха-Якутия. Его партнерами выступают Дом РФ, окружная администрация города Якутска. Заказчиком конкурса является некоммерческая организация «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия». Оператором конкурса выступает Агентство стратегического развития «Центр». Хочу представить спикеров сегодняшней пресс-конференции. Это Айсен Сергеевич Николаев, глава Республики Саха-Якутия и председатель жюри открытого всероссийского конкурса. Артур Висентьевич Веретенников, заместитель директора Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Антон Владимирович Финогенов, заместитель генерального директора Фонда РФ. Евгений Николаевич Григорьев, глава городского округа город Якутск. Ирина Дмитриевна Алексеева, главный архитектор Якутии, руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия. Семен Афанасьевич Сергеев, главный архитектор города Якутска. Владимир Анатольевич Егоров, генеральный директор Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия. И я, Хилая Китаван Ривазовна, модератор сегодняшней пресс-конференции, соучредитель группы компаний «Центр» и представитель оператора конкурса. Целью открытого всероссийского конкурса по созданию мастер-плана города Якутска является разработка мастер-плана путем проведения всероссийского конкурса, а также дальнейшая его реализация. Объектом является городской округ, город Якутск. Участники конкурса. Кто может ими выступить? Это профессиональные организации в области комплексного развития территорий и городского планирования, архитектуры и проектирования, осуществляющие деятельность на территории России и способные привлечь в команду специалистов в области экономики, финансов и контентного программирования. Конкурс открытый, всероссийский, двухэтапный. График конкурса. 17 ноября в прошлом году мы на пресс-конференции объявили старт проекта, который состоит из двух частей, из исследований, а также из конкурса. Об исследовании я расскажу чуть позже. Старт конкурса мы объявляем сегодня. 1 февраля стартовал онлайн-опрос жителей города Якутска. Он продлится до 20 марта. Крайне важно, чтобы каждый житель города Якутска, а также каждый житель республики имел возможность высказаться по поводу своих ожиданий от этого мастер-плана, от своих потребностей. Сегодня, 8 февраля, объявляется старт конкурса. Это означает, что начнет работать официальный сайт конкурса, начнется прием заявок для того, чтобы иметь возможность. И 30 марта оно будет презентовано в Республике Саха-Якутия. Таким образом, финалисты, те заявки, кроме заявки портфолио из релевантных проектов, обязательно должно быть эссе, содержащее ключевые идеи. Жюри будет оценивать не только портфолио, не только заявку, не только какие-то узкотехнические моменты относительно команды, которая подала заявку, но также и содержательное смысловое эссе о замысле мастер-плана данной конкретной команды. Повторюсь, 30 марта будет публичная презентация масштабного исследования. 31 марта все заявки, которые будут поданы на конкурсы, которые пройдут квалификационный отбор, будут представлены вниманию жюри. И задачей жюри будет из этих заявок выбрать 3 финалистов, которые приступят к разработке конкурсных предложений. С 13, 14 и 15 апреля представители команд финалистов обязательно посетят городской округ Якутск, чтобы ознакомиться с конкурсной территорией подробно. Мы планируем провести серию мероприятий с участием членов жюри, с участием представителей заказчика, чтобы непосредственно было взаимодействие между командами и экспертным сообществом и заказчиком, чтобы все ожидания, все комментарии, все пожелания были учтены, а также была возможность задать вопросы напрямую. 28 июня конкурсанты, финалисты должны будут сдать свои конкурсные предложения. 13 июля пройдет заседание жюри, целью которого будет выбор победителя данного конкурса. Напомню, что сейчас на стадии подачи заявок, а также далее на стадии разработки конкурсных предложений оператор конкурса принимает вопросы на адрес электронной почты конкурса. Все вопросы
будут распределены между профильными специалистами, подготовлены ответы, и все будут иметь к ним доступ, чтобы все были в равных условиях. Призовой фонд, общий призовой фонд 9 миллионов 100 тысяч рублей. Туда входят все налоги и сборы. Также туда включено вознаграждение за результаты интеллектуальной деятельности. Значит, фиксированное вознаграждение всем финалистам будет выплачено в размере 1 миллион 200 тысяч рублей каждому. Первое место по результатам рассмотрения конкурсных предложений жюри – это 2 миллиона 500 тысяч. Второе место – ровно 2 миллиона. И третье место – еще миллион. Конкурсные критерии, по которым профессиональное жюри будет оценивать уже конкурсные предложения финалистов. Первое – на соответствие требованиям технического задания. Второй критерий – это оптимальность предлагаемого сценария пространственного развития городского округа город Якутск с учетом комплексных предпосылок развития, включая градостроительный потенциал и особые условия строительства, о которых коллеги сейчас очень подробно рассказали. Обоснованность предложений по комплексному развитию территории городского округа город Якутск, включая эффективное применение механизма комплексного развития территорий. Четвертый критерий – обеспечение достижения максимальной экономической, социальной и бюджетной эффективности предложенного сценария развития. Как известно, любой мастер-план содержит в себе очень важную экономическую часть. Без нее невозможно качественно реализовать мастер-план. Пятый критерий – обеспечение формирования среды нового качества на территории городского округа Якутск и выравнивание диспропорций развития городских и сельских населенных пунктов. Как известно, в городской округ город Якутск входит 14 населенных пунктов разной степени развитости, и вот как раз стремление якутскую агломерацию сделать равномерно развитой, в том числе по итогам этого конкурса. Напоминаю, что сайт конкурса masterplan-якутск.ру, на сайте конкурса размещены в открытом доступе условия конкурса, а также приглашение к участию. Вы можете за новостями конкурса следить на данном сайте. Кнопка регистрации также расположена на этом сайте. Подача заявки будет проходить через личный кабинет после регистрации. Почта конкурса, можно на нее направлять вопросы, причем вопросы могут направлять не только профессиональные участники конкурса. Жители города также могут направлять туда вопросы, ни один вопрос не останется без ответа. Почта конкурса info@masterplan-якутск.ру. Вопрос: на что в первую очередь будут обращать внимание при приеме заявок на конкурс? Безусловно, в первую очередь релевантность тех проектов, которые каждый участник представит в своем портфолио. Очень важно, чтобы команда имела опыт проектирования в арктических условиях, в условиях вечной мерзлоты, имела опыт мастер-планирования. Территория очень большая, комплексная, с определенными особенностями. Следующее, жюри будет подробно разбирать эссе и ключевые идеи, которые команда будут излагать в этом эссе. Ирина Дмитриевна, может, вы дополните, у вас тоже большой опыт участия в жюри. На что обычно при рассмотрении именно заявок на конкурс? Ну, очень хотелось бы все-таки порекомендовать участникам, планирующим принять участие в этом конкурсе, именно как бы рекомендовать создавать консорциумы, потому что важно, что необходим действительно учет опыта квалифицированных специалистов, имеющих опыт проектирования в условиях вечной мерзлоты, но при этом хочется, чтобы именно внешние эксперты с другим взглядом как-то объединили свои усилия. У нас вообще опыт прошлых конкурсов такой, что мы рекомендовали именно создание консорциумов, и тогда качество команд, которые принимают участие в конкурсе, оно как бы становится намного более таким квалифицированным. Спасибо, Ирина Дмитриевна. Антон Владимирович Финогенов, заместитель директора фонда Дом РФ, также хотела вас попросить прокомментировать этот вопрос. Понятно, что на втором заседании жюри рассматриваются подробные конкурсные предложения. А вот на что член жюри обращает внимание
когда рассматривает заявки на первом заседании жюри. У вас также обширный опыт участия в профессиональных жюри. Расскажите, на что обращаются внимание при рассмотрении заявок? Ну, во-первых, конечно, вы правы, что очень важен и опыт, и проработка предложений. Опыт показывает, что действительно команда способна создать комплексный документ одновременно и градостроительный, и экономический, документ, который будет предлагать вне себя, содержит специалистов и градостроителей, и архитекторов, и ландшафтных, и экономистов. Ну, крайне мало, не то что в России, но и в мире. Поэтому в том числе, да, наверное, важно смотреть, чтобы был сформирован реалистичный консорциум. Желательно, чтобы у этого консорциума был уже какой-то совместный опыт работы. И, конечно, консорциум консорциуму рознь. Очень часто видишь в конкурсных предложениях какие-то настоящие левиафаны, состоящие из длинного списка организаций, 7, 8, 10. Ну, вот в такие консорциумы я, честно, не верю. Это абсолютно неработоспособная структура. Я могу понять, когда там, допустим, договариваются 2, 3, ну максимум 4 организации, и то это, наверное, предельный уровень. А отдельно никто не мешает, например, привлекать специалистов, экспертов в рамках подрядного формата общения, взаимодействия. Эти эксперты также могут в консорциум, по идее, входить. Вот на это я, конечно, первичное обращаю внимание. Второе, это, конечно, как я сказал, эссе. То, что команда вложилась в предложение, то, что уже подумала о городе, социальные и культурные, и физико-географические, климатические особенности территории. Потому что мы отлично понимаем, что когда видим для Якутска летние образы, что-то такое легкое в стиле Черноморского побережья или средней полосы, но ничего кроме такой улыбки огорчения, наверное, это не вызовет. Потому что мы понимаем отлично, что это не просто север, это Арктика, это сложнейшие условия. И, конечно, то, что команды будут иметь определенный уже опыт работы на этой территории, или в эссе покажут, что они готовы вложиться и погрузиться в эту специфику, в эту особенность, понимают все нормативные ограничения, понимают все западные тренды, которые есть в сфере работы в северных арктических территориях. Поэтому вот на это я бы, наверное, обращал основное внимание, что, собственно, как член жюри планирую делать. Спасибо. Антон Владимирович, спасибо большое за такой развернутый ответ. Это очень полезно для наших участников потенциальных. Я следующий вопрос хочу адресовать Семену Афанасьевичу Сергееву, главному архитектору города Якутска. Проект будет учитывать ранее заявленный генеральный план города Якутска, ведь невозможно делать план, не учитывая зоны использования земель. Ну, конечно, действующий генплан, который у нас вот, на сайте, в информационных системах висит, конечно, надо использовать обязательно, но при этом не надо забывать о том, что мы вносим изменения в данный генеральный план, и то, что будет предложено в мастер-плане, то есть имеет возможность внесения уже разработанную документацию вот, соответствующих изменений. Поэтому ограничиваться тем, что есть у нас в генеральном плане, не стоит. Да, хорошо, спасибо. Ирина Дмитриевна, к вам хотела следующий вопрос адресовать. Призовой фонд рассчитан на 3 первых места. А для разработки мастер-плана будет использоваться только первое место или в работу будут браться моменты из всех 3 проектов победителей? Конечно же, я надеюсь, что для города важно увидеть очень практичные и рациональные предложения. Если финалисты конкурса в 3 версиях дадут разные интересные предложения, то их необходимо будет учитывать при реализации мастер-плана, потому что все-таки мастер-план – это не
проектная нерабочая документация, по которой один в один должны там, ну, быть реализованы поэтапно какие-то предложения, а именно больше концептуальный стратегический документ, который является основой для последующей реализации проекта в тех или иных частях города. Поэтому ничто не мешает, например, окружной администрации города Якутска, если будут очень интересные предложения и у второго, и у третьего финалиста, их взять в работу для реализации. Спасибо, Ирина Дмитриевна. Следующий вопрос от Андрея Шангина, Вести Москва. Хочу адресовать Антону Владимировичу Финогенову и потом слово передать снова Ирине Дмитриевне. Какие основные критерии учитываются при определении команды победителей конкурса? Ну, это дополнение к тому слайду, который я, собственно, озвучивала. Хотелось бы именно позицию члена жюри. Какие дополнительные критерии у вас при определении победителя уже конкурса? Ну, конечно, всегда очень ценится реализация. Реализация проектов, особенно северных территорий. Понятно, что реализация генплана или мастер-плана – это вопрос очень широкой трактовки. Ясно, что ни один стратегический документ там не может быть реализован ни на 100, ни на 70%, дай бог, если на 10-20%. Это уже грандиозный результат, и это общемировая практика. Но все-таки, если есть реализованные проекты общественных пространств, может быть, каких-то микрорайонов, градостроительных узлов, вот это, конечно, будет очень важный дополнительный фактор. Однако здесь, наверное, основной критерий – это, конечно, реалистичное предложение с учетом специфики территории. Это консорциум, который внятно показывает все те разделы, все те вопросы, которые нужно осветить, и кто их будет прорабатывать. Ну и, конечно, наверное, важный момент, что победитель консорциума потом будет способен участвовать в дальнейшей реализации проекта. В идеале, вообще-то, хотелось бы, чтобы победитель и далее участвовал в разработке документов планирования для города Якутска, потому что, ну, наверное, ничего так не убивает генеральную идею, когда потом совершенно другие люди в отрыве от принятых решений начинают делать какие-то проекты. Мы понимаем отлично, что далее там 44-й ФЗ, и никто никому ничего не гарантирует, но, с другой стороны, всегда можно найти возможность, чтобы автор определенный надзор совершал. Но при этом у автора, конечно, должен быть такой опыт. Он должен понимать, что такое генплан, что такое ПЗЗ, проекты планировки, схемы сетей инженерной инфраструктуры. К сожалению, пока еще достаточно много на рынке компаний, которые, ну, хорошо фантазируют, рисуют какие-то концептуальные вещи, но оторваны от реальной градостроительной действительности и законодательства. Вот здесь, ну, тоже обращать внимание на это, конечно, не будем. Нужно найти баланс золотой середины между концептуальной мощью и практической подкованностью. Ирина Дмитриевна, добавите что-нибудь? Вот что у вас является критерием, ну, помимо тех конкурсных критериев, которые сейчас на экране, для выбора проекта победителя? Действительно, сегодня очень хочется, чтобы участники конкурса больше делали акцент на реализуемости проектов тех или иных. Вот, как я уже сказала, мы отслеживаем практики других городов, и замечательно, когда проекты сразу с листа начинают выходить в работу. Может быть, вот те предметные территории для детальной проработки, которые мы сейчас с коллегами определяем перечень, они стали бы как раз предметом более такого глубокого погружения в проектную часть для того, чтобы иметь выхлоп. Например, мы знаем, что в Дербенте победители конкурса на мастер-план компания «Новая земля» сегодня являются также разработчиками проектно-сметной документации. То есть у нас сегодня, в принципе, есть серьезные возможности, и вот при поддержке Миндаль Восток развития мы можем действительно
иметь перспективы очень быстрой реализации проектов. Поэтому самое важное, вот я для себя больше в критериях как раз релевантности, ну, более такая рациональные реализуемые предложения ожидаю. Спасибо, Ирина Дмитриевна. Я сейчас следующий вопрос озвучу. Попытаюсь на него ответить. Если у кого-то будет желание меня дополнить, пожалуйста. Наталья Шустова, «Форма». Конкурсанты пишут эссе, не зная результатов исследования. Это специально задумано или так сложилось? Так сложилось. Исследование – это фундаментальная, сложная, комплексная работа. У проекта есть свои сроки. Как господин Веретенников отметил, на Восточном экономическом форуме уже должны быть определенные результаты, презентованы на самом высоком уровне. И для того, чтобы провести такое исследование, нужно несколько месяцев. Мы вынуждены начать конкурс в той стадии, когда исследование еще не завершено, чтобы у участников была возможность подготовить эссе и также работать над конкурсными предложениями тогда, когда уже появятся результаты исследования. Дело в том, что для подготовки эссе для участников в помощь на сайте опубликовано очень подробное приглашение к участию. Также круглосуточно есть опция обращаться на почту конкурса. Любые вопросы на стадии подготовки заявки будут рассмотрены и не останутся без ответа профильных специалистов. Опять же, еще раз повторюсь, что такая конфигурация, то, что исследование завершается к моменту, когда появляются финалисты, вызвана тем, что у нас очень достаточно сжатые сроки и необходимо достигнуть определенных результатов. И республика заинтересована, и она всегда работает в высоком темпе, поэтому так сложилось. Пользователь YouTube задает вопрос. Видимо, наверное, все-таки господин Сергеев или Ирина Дмитриевна ответит на него. Когда снесут так называемый старый город? Это, видимо, вот о ветхом жилом фонде идет речь. Это специальный проект. Скорее всего, Евгений Николаевич ответить на этот вопрос. Речь идет о проекте «Старый город» в центре города Якутска. Да, Евгений Николаевич, пожалуйста. Глава городского округа Якутск. Да. Действительно, сегодня есть проект, который называется «Старый город-2», территория Залога. У нас была проведена масштабная работа. Сегодня определен на уровне республики штаб, в котором, поставлена задача реализовать поставленную архитектурный эскиз, если правильно выразиться, наверное, более близкий к мастер-плану данной территории, который нам разработала КБ «Стрелка» по открытому конкурсу. И, собственно говоря, мы планируем начать работы по комплексному развитию нежилой зоны. По подходам, которые необходимы, мы уже сегодня начали работу. Сегодня уже реализованы 2 концессионных соглашения по этой территории. Там будет дом Валериана Васильева и дом купца Манитаха, восстановлены на этой территории. Ну и, собственно говоря, процесс уже пошел. А более масштабных ее подходов мы будем работать уже в рамках комплексного развития территорий. Для этого ждем весь мастер-план города, который, собственно говоря, о котором сейчас мы разговариваем. Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос. Я могу добавить, да? Добавьте, да, пожалуйста. Я бы как раз хотел бы отметить то, что реализацию этого проекта можно связывать как раз-таки вот с мастер-планом, да? Вот жители, если вот задают вопросы, значит, они заинтересованы в том, что этот проект быстро реализовался. И как раз-таки для участников этого конкурса вот, в техническом задании будут выбираться территории для того, чтобы победители конкурса они разработали мастер-планы, то есть приоритетные территории. Соответственно, перечень объектов, которые рассматриваются, вот, по порядке редевелопмента вот территории, да, как раз таки вот этот участок и подходит. Соответственно,
при опросе, который сейчас проводится в данное время, если жители будут писать о том, что да, необходимо эту территорию включить и реализовать его в составе мастер-плана, предложить конкурсантам, то да, действительно, можно вот такой выход еще найти. Спасибо большое. У нас осталось 2 вопроса, если у журналиста... О, господин Николаев, к нам присоединился глава республики Саха-Якутия, господин Айсен Сергеевич Николаев. Он также выступает председателем жюри нашего всероссийского открытого конкурса. Айсен Сергеевич, пожалуйста, вам слово. Ожидания от конкурса, напутствие участникам и будущим финалистам. Добрый день, дорогие друзья. Я извиняюсь, я тут из-за ряда совещаний не смог присоединиться к самого начала, но вместе с тем, конечно же, я очень рад, что сегодня стартует наш конкурс по мастер-плану города Якутска. Я придаю этому событию очень большое значение. Почему? Потому что мастер-план, на самом деле, это основа планирования не только градостроительного развития города, это вообще мастер-план, это основа планирования жизни города. И в прошлом году на День города Якутска в сентябре 2021 года я подписал указ о развитии города Якутска, столицы Республики Саха-Якутия на период до 2032 года. Я поставил в этом указе задачу, миссию города Якутска как лучшего города для жизни человека на вечной мерзлоте. И, безусловно, мастер-план – это основа для реализации этой миссии. Я очень надеюсь, что участники конкурса, и надеюсь, что их будет много, как раз в своих предложениях, в своих проектировках будут подходить к разработке мастер-плана не как к какому-то обыденному событию, а как к разработке города, который должен стать лучшим городом в мире на вечной мерзлоте для жизни человека. Это крайне амбициозная задача, непростая задача, потому что жизнь меняется, требования людей меняются, и, конечно же, соответствовать им не так просто, но вместе с тем я считаю, что Якутск это заслужил, потому что Якутск – это крупнейший город в мире на вечной мерзлоте, это старейший город на северо-востоке страны, и в 2032 году он будет отмечать свое 400-летие. И, конечно, к этому времени он должен стать вровень с лучшими городами мира, страны по уровню развития человеческого капитала. И еще раз подчеркиваю, что он должен стать лучшим городом в мире для жизни на вечной мерзлоте. Поэтому вкратце вот так. Если какие-то вопросы будут ко мне, с удовольствием на них отвечу. Спасибо. Айсен Сергеевич, спасибо большое. У нас формат конкурса всероссийский, а цель конкурса мирового масштаба, чтобы сделать Якутск лучшим городом на вечной мерзлоте. Он уже крупный, теперь следующий этап развития к 400-летию города, и общими усилиями мы обязательно этого достигнем. Айсен Сергеевич, небольшой вопрос к вам как председателю жюри. Критерии выбора концепции победителя, на что вы будете обращать внимание? Буквально несколько слов, пожалуйста. Безусловно, я ориентируюсь как председатель жюри на самые, знаете, строгие подходы к выбору победителя. Как человек, который сам долгие годы возглавлял город Якутск, я прекрасно знаю его болевые точки, и в то же время я прекрасно понимаю его перспективы. И вот как раз мне бы хотелось, чтобы в мастер-плане мы не замыкались, знаете, на решении сегодняшних проблем, сиюминутных проблем, которые у нас есть, а мы были устремлены в будущее. Я вообще считаю, что такие города, как Якутск, они должны развиваться только вот в такой парадигме. Мы никоим образом не должны смотреть назад на те проблемы, которые у нас были вчера, которые есть сегодня. Мы должны принимать вызовы будущего и уметь уже через мастер-планы отвечать на них. Спасибо, Арсен Сергеевич. Очень ценна прямая речь главы субъекта федерации и председателя жюри в одном лице. Это уникальное сочетание. Спасибо вам большое, что вы
уделяете столько времени этому конкурсу. У нас осталось еще 2 вопроса. Я на оба постараюсь ответить и попрошу, возможно, Ирину Дмитриевну и Антона Владимировича Финогенова меня дополнить. Значит, вопрос от пользователя Полины Явно. Какой ожидается срок окупаемости капитала вложений или проект будет реализован за счет бюджетных средств? Скорее всего, будет реализовываться поэтапная гибридная экономическая модель. В таком случае, какой процент бюджетных средств и в какой от инвесторов? На данный вопрос должны будут ответить наши финалисты, и кто лучше всех найдет сочетание между процентом бюджетных средств и процентом средств от инвесторов, лучшую формулу экономическую для мастер-плана найдет, тот будет признан победителем конкурса. Ирина Дмитриевна, Антон Владимирович, я верно рассуждаю? Конечно, логика абсолютно верная. Ясно, что любой проект мастер-плана – это использование и подходов, связанных с тем, чтобы привлечь федеральное финансирование. Что это скрывать, это абсолютно нормально. Конкуренция регионов достаточно жесткая, а особенно в таких регионах, как Республика Саха-Якутия, где каждый шаг, каждое движение вперед – это всегда сложнее и дороже, но бюджетное финансирование, федеральная поддержка крайне важны, крайне актуальны. Но при этом это, конечно, частные инвестиции. Обычно принимаются, не меньше 1 к 3, на 1 бюджетный рубль должны прийти 3 частных рубля. Поэтому и очень важно, чтобы все предложения мастер-плана, кроме такого вдохновляющего стратегического образа, имели и, скажем, практическую ориентированность, чтобы они были интересны частным инвесторам, чтобы они были готовы вложить в республику даже больше, чем, собственно, будет вложено в базовую инфраструктуру. Поэтому это, наверное, один из базовых критериев, чтобы все те предложения мастер-плана, которые будут сформированы командами, они имели серьезную возможность для привлечения частных инвестиций. Конечно, при условиях поддержки федеральных структур и институтов развития, без которых не обойтись в этой сложной климатической зоне. Спасибо, Антон Владимирович. Ирина Дмитриевна, не хотите что-нибудь добавить про экономическую составляющую? Ну, я бы только, наверное, хотела остановиться на моменте участия именно малого и среднего бизнеса, потому что, понимая, что амбициозные задачи, которые стоят сегодня перед республикой и городом, они требуют, конечно, крупных финансовых вложений, в том числе и бюджетных, через национальные проекты, через государственные муниципальные программы, через инвестиционные проекты. Но вот создание условий, например, за счет этих средств, оно позволит вовлечь максимально местный бизнес, малый и средний бизнес. И это тоже большая доля ответственности и большая доля тех параметров, которые лягут, грубо говоря, на плечо наших местных предпринимателей в части реализации мастер-плана. Поэтому очень хочется, чтобы участники конкурса как раз в своих предложениях учли еще и этот сектор экономики. То есть крупные национальные проекты, есть внебюджетное финансирование, есть инвестиционное финансирование. Чем больше мы создадим условий для участия уже местных жителей, тем больше будет возможность развивать город в разных направлениях. То есть когда мы говорим о том, что мы все-таки будем выделять в мастер-плане первоочередные площадки, требующие особого внимания, подводить туда инфраструктуру, уже сам город будет развиваться в зависимости от того, как это правильно, грамотно, стратегически спланировано. А дальше уже все земельные участки будут подключаться, и, соответственно, вот как раз сами частники, сами собственники, они будут планировать свою жизнь в зависимости от того, каким образом правильно, грамотно выстроена стратегия развития города. Спасибо, Ирина Дмитриевна. Да, действительно, нельзя в финансовой части мастер-плана возлагать всю нагрузку на бюджет и на якорных инвесторов. Безусловно, нужны инструменты для стимулирования развития малого и среднего бизнеса в республике. У нас остался завершающий вопрос от пользователя YouTube Григория Мустафина. В рамках указанного конкурса нет требований для предоставления итоговых материалов на английском языке? Нет, таких требований нет. Конкурс всероссийский, федеральный. Материалы сдаются только на русском языке. Коллеги, я хочу всех участников и особенно спикеров сегодняшней конференции поблагодарить, отдельно поблагодарить за вопросы, которые также позволили нам подробно раскрыть тему сегодняшнего
открытого всероссийского конкурса на разработку мастер-плана города Якутск. Хочу отдельно отметить, что 24 февраля пройдет вебинар в онлайн-формате для всех потенциальных участников конкурса, на котором они смогут задать вопросы по поводу конкурсной процедуры, по поводу заявок, по поводу приглашения к участию, так называемого брифа конкурса. Мы также много внимания уделим этой работе. Все будет проходить в онлайн-формате, запись также будет выложена, в том числе на официальный сайт конкурса.